ЕГЭ. Эти три буквы вместе заставляют нервничать школьников, родителей и учителей. Единый государственный экзамен впервые был проведен в России в качестве эксперимента в 2001 году и всего в нескольких регионах страны. Сегодня получить высший балл по ЕГЭ удается единицам. В нашей республике знают, как сдать ЕГЭ на отлично. Здравствуйте, в эфире программа «Услышать каждого». Меня зовут Чинчика Шпукова. Успешный выпускник – тема сегодняшнего разговора. Ирина Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Итак, единый государственный экзамен, по-вашему, насколько эффективен? Единый государственный экзамен сегодня это уже устоявшаяся система, которая развивается, совершенствуется. Я считаю, что лично мое мнение, что такая форма проведения информационной кампании для выпускников школ, она очень хороша. Во-первых, ребенок, заканчивая школу, он сдает один раз экзамен сразу и за курс окончания школы, и для поступления, для продолжения дальнейшей образовательной своей траектории. Причем по результатам проведения единого государственного экзамена можно одновременно подать документы не в один вуз, не на одну специальность. А сегодня это разрешается в 5 видов этой специальности, то есть 15 путей, студентов дорог открытых перед выпускников. Если вначале, когда ЕГЭ только-только появился, система такая была более-менее лояльная, скажем так, сейчас металлодетекторы, камеры видеонаблюдения, не нагоняет это лишнего страха на школьника-выпускника? Если говорить во главу угла ставить эмоциональное состояние выпускника, то я думаю, что тот выпускник, который идет на экзамен с чистыми помыслами, как мы говорили, да, со знаниями, с багажом определенным, и задача его как раз показать свои знания, то здесь нет никакого эмоционального стресса. Просто сейчас уже современная жизнь такова, что нас везде окружают камеры наблюдения. В магазин заходим, в банк, в учреждение общепита, везде видеокамеры, нас это не смущает. Мы в аэропорту проходим через металлодетектор, нас тоже это не смущает. И здесь просто, уже современные подходы, современная жизнь для прохождения таких ситуаций. И я не думаю, что если выпускник идет для того, чтобы показать свои знания, это ему немного замешает или выводит на равновесие. Для чего принимаются такие меры? Для того, для одного единственного условия, чтобы все дети были в одинаковых, равных условиях. И все эти меры, они как раз для объективности проведения экзамена. Как раз эта система ЕГЭ, современная система ЕГЭ, она дает возможность выпускнику из любой школы, даже самой отдаленной, сельской школы, конкурировать на равных выпускником любого столичного лицейного класса, общеобразовательного класса, без лишних затрат финансовых при поступлении, а только опираясь на тот багаж знаний, который есть у выпускника. Касаясь родителей, сейчас в последнее время, скажем так, стало модно репетиторов нанимать для выпускников. Неужели за этот короткий период репетитор сможет натаскать ребенка тот багаж знаний, который в течение нескольких лет давали учителя? Во-первых, слово «натаскать», оно такое, хотелось не поспорить, да? Натаскать – это когда человек, не имея знаний, просто привыкает к механическому выполнению каких-то заданий, да? В сегодняшней системе единого государственного экзамена это уже невозможно, потому что раньше, когда это пришло из того времени, когда ЕГЭ проходил систему, формировалась как система, когда были вопросы, так называемые вроде угадайки, когда можно было из нескольких вариантов ответа выбрать, что ты куда попадешь. Сейчас такой угадайки контрольно-исправительных материалов просто нет. Все задания, они требуют либо краткого ответа, либо развернутого варианта ответа. Я уже вначале сказала, что система проходит процедуру совершенствования, и с каждым годом вносятся новые какие-то коррективы. Мы все знаем, что теперь вернулась форма сочинения, как допуск по поводу аттестации. Есть историческое сочинение, тоже такой вариант, как форма сдачи экзамена. Кроме того, по иностранным языкам говорение, то есть устная часть, когда ребята не чисто теоретически на бумаге отвечают показывают знания по предмету. И уже в рамках эксперимента вводится говорение и устная часть и по русскому языку. В частности, через буквально на несколько дней спустя на совещании министра образования Российской Федерации Васильева Юрьевна говорила, что в 9 классах это будет обязательная часть экзаменационная, как допуск к говорения по русскому языку. То есть, в принципе, мы возвращаемся к той же
тем же экзаменам, которые сдавали когда-то наши родители, мы сами, но только в другой уже преусовершенствованной технологической форме. Каковы результаты ЕГЭ в этом году? Насколько успешны? Но в этом году мы можем сказать, можно констатировать уже сейчас, что экзаменационная кампания 2017 года прошла успешно. Ну, во-первых, организационно и технически никаких сбоев, никаких провалов не было. Все было построено, все было проведено в соответствии с требованиями. И наши выпускники показали в этом году достаточно хорошие знания. Если для нас уже показатель успешности экзаменационной кампании является, это, во-первых, задача обязательных предметов, просто математики, по результатам которого ребята получают аттестат. В этом году у нас на порядок в 2 раза уменьшилось количество ребят, которые по тем или иным причинам не смогли в основной период преодолеть эти экзамены, преодолеть свои предметы положительные оценки, но у них есть возможность еще сконцентрироваться, подготовиться, и 5 и 8 сентября русский язык и математику в подготовительный период можно, есть еще шанс ребят сдать. Если мы говорим уже ориентируемся на ребят, которые смотрят дальше, не только получение аттестата, но и поступление в вузы, а для этого нужны предметы по выбору, профильные предметы. В этом году нам тоже есть чем гордиться. В этом году по сравнению с прошлым годом по всем предметам есть повышение среднего балла. Сколько у нас всего выпускников? В этом году у нас выпускников, вернее не выпускников, а тех ребят, которые сдавали экзамены, было 3647. Из них выпускников 11 классов 2192. Такое большое расхождение, больше чем 1000, это связано с тем, что мы создаем условия для сдачи экзамена для всех категорий ребят, для всех категорий желающих. Это выпускники прошлых лет, большая категория у нас сдающих. Это те желающие, которые хотят получить второе высшее образование, хотят улучшить свои результаты экзаменов, которые не получали когда-либо. Это выпускники техникумов, выпускники вечерних школ. И даже те ребята, те люди, которые находятся по каким-то иным причинам в строительных колониях, у них тоже есть возможность сдать отдельный государственный экзамен. И такой категории мы тоже предоставляем возможность. Так вот, из выпускников 11 классов именно было 2192 ребята. Мне приятно. Сколько у нас стубальников, по каким предметам? И можно ли сказать, что эти ребята подняли план именно в сдаче? Ну, мы сейчас с вами в общих словах сказали, да, по предмету, что есть общее улучшение качества, успеваемости, но есть разделение каждого предмета. В этом году у нас 2 стубальника, нам есть чем гордиться. По русскому языку выпускница 4 года моего дурака, вот Яна Стубалов смогла набрать. Но если у нас по русскому языку эти результаты частично подтверждаются ежегодно, в прошлом году есть лицея, набирали 90 баллов, то стубальник, которым мы безумно гордимся, это физика. Впервые в истории проведения ЕГЭ по физике нашей республики 100 баллов Бежик, выпускник гослицея, сколько в году набрать максимальное количество баллов. Но и мы гордимся в этом году и тем, что много ребят, которые близки были к этим 100 баллов, то есть ребята, которые набрали 90 и выше баллов, и у нас в республике 88 человек. Лена Викторовна, что касается нарушений при экзаменах? Ну, при всех тех положительных моментах, о которых я сказала, есть, к сожалению, у нас и моменты печальные, когда ребят мы вынуждены удалять с экзамена за нарушение порядка производства. Если сравнить с прошлым годом, то таких нарушений у нас на порядок меньше. Если в прошлом году у нас было удалено с экзамена 54 выпускника, в этом году меньше на 40%, то есть всего 33, но и все равно это 33 человека, которые будем так говорить, по глупости нарушили порядок и не были удалены. Подавляющее большинство этих нарушений связаны с использованием шпаргалок, когда ребята пытаются воспользоваться письменными заметками посторонними, которые запрещены, и, к сожалению, они удаляются с экзамена без права пересдачи в текущий
будущем учебном году. То есть возможность сдать у них русский язык и математику есть еще осенью, в сентябре месяце, а если это предмет по выбору, то такой возможности, к сожалению, нет, только лишь в марте следующего года. Из нарушений у нас, к сожалению, есть такие факты, когда ребята отправляют вместо себя на экзамен другого человека, и такие факты пресекаются. Это грубое нарушение. Конечно, это очень грубое нарушение, но еще страшнее нарушение, когда на подделку документов. Когда в паспорт пытаются вклеить фотографию, что прошел человек не тот, который допущен на экзамен. У нас уже идет уголовное дело по этому вопросу, и еще один факт тоже предотвращен уже в президентной. Давайте теперь перейдем к проекту «Успешный выпускник». Когда он появился? Очень рада продолжить разговор по реализации данного проекта. Вот те успехи, о которых я сказала, это успех и в рамках реализации проекта «Успешный выпускник». Уже из самого названия понятно, что он был нацелен на выпускников текущего года, на учащихся 11 классов. Он был запущен с 1 октября учебного года и завершил свою работу, он имеет годичный всего курс, завершил свою работу тоже в октябре. В чем заключается? В чем он заключался? Мы проанализировали итоги 2016 года и посмотрели наиболее проблемные школы, проблемные ситуации, где школа сама, видимо, не сможет справиться с той ситуацией, которая у них сложилась, и выбрали 56 наиболее слабых школ, слабых в плане качества обучения, и взяли, включили их в наш проект для оказания точечной методической помощи, в первую очередь учителю, потому что именно учитель является носителем информации, и он обучает детей, и мы работали с каждым выпускником, с каждым учителем данных школ, и результат он уже, его уже можно озвучить. У нас в данном проекте, как уже сказала, было 56 школ, и в которых обучалось 789 выпускников 11-классников. Мы проводили дополнительные курсы повышения квалификации для педагогов по теме, по разделам, по подходу, по методикам. Педагоги работали на местах. А с учениками была организована работа в виде консультации на местах. Методисты, опытные учителя выезжали с города Кызыла. У нас были определены республиканские инновационные площадки. 5 базовых школ были определены. Такие школы, которые на протяжении многих лет оказывают хорошие результаты. Это 3 республиканских учреждения, гослицей, рейс-лицей, агролицей и 2 муниципальных школы городских. Это лицей номер 15, гимназия номер 5. Мы закрепили ряд школ, в которых они оказывали точечную помощь, в первую очередь учитель. Какие результаты и будет реализован? И результаты у нас хорошие. Я уже сказала, что у нас 96% ребят на сегодняшний момент уже получили аттестаты от числа выпускников текущего года. Те большое количество ребят, которые, к сожалению, не справились с этой программой, и сейчас в течение августа с ними будут учить точечно работать. Я думаю, что они справятся, у них небольшая зона риска, и я думаю, что они в сентябре месяце успешно сдадут и получат аттестат. Вторая часть проекта, была первая часть проекта нацелена на аттестат. Вторая часть проекта была нацелена как раз на работу в классах, которые реализуют программу профильного обучения. Математического, социально-гуманитарного, естественно-научного. И эти же самые инновационные площадки, которые я сказала выше, они взяты на свое крыло ряд школ, скажу, на республике до 10 школ у каждого было, они оказывали помощь методическую помощь учителю и консультативную ученикам. Этот проект вошел в региональный перечень проектов республиканских, руководила им первым заместителем с нашей республики Сахарова Кадржуевна, непосредственно исполнителем данного проекта. Естественно, было Министерство образования и Институт развития образования, повышения квалификации. Вот этот коллектив в большей степени организовывал все на местах. В каждом этажуме были назначены проектные управляющие, которые организовывали свои работы на местах, которые исполняли наши рекомендации и процесс контроля, прежде всего, и организации работы осуществляли, естественно, все этажуме, в Сумоне, в каждой школе.
И завтра, в заключение в пятницу, мы подводим итоги реализации нашего проекта, куда будут приглашены все начальники управления образования, наши проектные управляющие, руководители школ, участников проекта, подводим итоги, благодарим за работу тех, кто наиболее лучшие результаты, приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. И последний вопрос. Когда будет известно, сколько наших выпускников поступили в те или иные высшие учебные? Ну, приемная кампания сейчас идет по Краснодаре. У нас на территории республики работает республиканская приемная комиссия. В этом году очень много целевых мест, целевых направлений было представлено нам из ведущих вузов и Сибири, и Российской Федерации именно по наказу главы. Упор был сделан на инженерно-технические специальности, возглавляющие на третье направление. На зачисление на данной специальности нужны были ребята, которые имеют положительные результаты, хорошие результаты по физике, информатике, профильной математике. И нужно сказать, что все практически места уже на сегодняшний день закрыли. Все целевые места практически закрыли. Зачисление процесс идет, и по всероссийскому графику, который есть по всей России, до 1 августа будет и число 1. Ирина Викторовна, спасибо, что пришли и подробно нам рассказали. А я напомню, что это была программа «Услышать каждого». Встретимся на следующей неделе.